Дусларым, мен инде сезгә хәзер бәләкәй генә бер сәяхәт ясыйм. Менә шунда безнең башланды, шунда булды безнең танышу, һәм шунда кабынып китте безнең мәхәббәт, һәм шунда барлыкка килде безнең гаилә. Дуслар, менә шу урында, бу миңа иң ягын урыннарның берсе, ямсыз булсын шундый. Ну, менә безнең монда вахта тора, ни тора. Менә шунда мин очраттым үземнең тормышымдагы иң матур, иң яраткан җимешемне, ата-анамны. Бу миңа чынлап та бик күңелләр дулкынлана. Күп әйбер үтәргә туры килде безгә. Барысы да шатлыгы да, кайгысы да булды. Әмма ләкин менә шу урын булмаса иде, монда мин яшәмәсәм иде, ул кунакка килмәсә, без бүген көнне булмас идек һәм аның минем җимешемнең туган көнендә утырмас идек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Да, вот он. Обалдеть. Ну, здесь мы просто жили. Я жил, вернее. Ну, она иногда приходила ко мне в гости. Нумерация здесь поменялась. Сюда мы с Эльфатом пришли, короче, отмечать День Победы. Ну, мы посидели и поехали, короче, на пятачок. Ну, тогда молодежь тусила, там все студенты, там встречались, все влюблялись там. И мы с Эльфатом собрались туда. И по пути встретилась она, ну, Ирина моя встретилась, наверное, прямо на личном пролете. Я говорю, тебя как зовут? Она говорит, Света. Я говорю, а ты где живешь? И она на стене нарисовала, где она живет. И она вот так нацарапала, короче, типа вот Назор ей говорит, типа там остановка рядом медучилищем. Там, говорит, выходишь, там магазин Незабудка, отсюда проходишь, там, говорит, один-единственный дом такой, ну, так, как будто спортзал там наверху. Ну, что ж, раз она так все обрисовала, пришлось мне туда поехать, короче, через 2 дня. Это же был 94-й год, это было 16 мая. Ты помнишь конкретную дату вашего знакомства? Конечно, причем мы его каждый раз отмечаем. Вот здесь у нас, можно сказать, зародились наши первые чувства, вот, наверное, вот именно в этом доме. Может, скорее всего, даже вот это была судьба, потому что вот мы могли с Эльфатом куда-нибудь вообще уехать там. Могли пораньше, попозже, и они в это время. И на самом деле здесь же у нас общежитие такое, и девчонок много было, и я не знаю, а вот именно она встретилась, и она запала в душу, и так повелось, мы сейчас с ней уже 25 лет уже, даже 26 лет мы с ней живем. То есть на вашем примере можно сказать, что любовь с первого взгляда 100%? Это да, даже 1000000%. Это так романтично, Это так мило. Это да, вот поэтому сейчас меня на самом деле переполняет. Я начал с аграрного университета пешком, прошелся до горсовета все магазины продуктовые, искал ей работу. Потом я уже устал, сюда уже приехал к себе. Захожу, а здесь вот у нас 30-й магазин там был, а здесь вот были сельхозпродукты. И там Розалия Гульдиновна. Я говорю, сделайте что-нибудь. Я говорю, мне нужна, говорю, работа. Кому? Говорю, себе что ли? Нет, говорю, для моей девушки. Они удивились, типа, как там парень может искать работу для своей девушки. И я все лето стоял рядом с ней у прилавка. Потом она меня сюда устроила самого уже охранником. Даже бывало так, мы стелили с ней эти поддоны же есть. Мы с ней спали даже в поддонах здесь. Здесь продавались конфеты, которые, по-моему, выпускала наша кондитерка. Она мне говорит, какие там, маркировку. Я еду туда, в кондитерскую фабрику, машины нету, ничего нету. И там, короче, покупают 2-3 коробки, его сюда везу. Короче, я жду, пока товаровед там или Розалия Гульдиновна уйдет. И, короче, мы продавали свои, а эти оставались тогда. Ну, короче, мы были в наваре. Вот так это был наш первый бизнес. Вот в этом доме Ирина снимала квартиру, я сюда приходил к ней в гости. Вот еще одна история. В день торговли, короче, они вышли куда-то тусить. Ну, мне, конечно, это не понравилось, я потому что страшно ревнивый. И приехал, то ли мы на этом фоне с ней что-то поссорились, там поругались. И все же я к вечеру пришел сюда, дверь закрыта, ее пока нет. И я здесь стою в печальке весь такой. Ну, мне было очень тяжело, я не знал, куда себя деть. И, короче, я здесь иду, смотрю, собака идет, это королевский дог. Ну, черный, большой такой, ну, по-моему, королевский дог был такой. Я вижу, что собака тоже потерялась. Ну, я начал с ней общаться, ну, я же одинок, и он тоже одинокий, как я. И что-то я с ней разговаривал, с этой собакой, как будто она меня понимает. Я на корточках, так, короче, я ее обнял, так, собаку такой, я что-то с ней общаюсь. Смотрим в окошко, Иринки нет, собака меня как будто у нее, но она большая, страшно большая. Как мы друг друга поняли, я до сих пор не пойму. Потом пошли мы с ней гулять с собакой туда, уже к остановке. Смотрю, Ирина возвращается, Ирина приходит. Она увидела, что, ну, идет Ирина навстречу, она, ну, с тусой своей. А я с собакой, она увидела, она обомлела, типа, нифига себе, откуда так, мы же в жизни такую собаку, только в кино такую собаку видим, мы в жизни не видели такую собаку. И, ну, и собака, как бы поняла, я
обнял ее, Ирину, до сюда собаки что-то попрощался, и она поняла, и тихонько она поковыляла дальше, короче, своей дорогой, понимаете. Вот такая была вот история. Андарибу, ишек açmışsınız mı? Рахман. Вот эта улица, вот этот дом, вот эта девушка, что я влюблен. Тетя Жень, вам сколько лет сейчас уже? Никто не завидует, 82. О, вы еще молодая еще. Сервант тот же, гарнитур тот же. А вот здесь разделено было, вот здесь шифоньером. И, короче, я сюда зашел к Ирине в гости, и внезапно приехал в гости папа. А вот здесь стол вот здесь стоял, а шкаф вот здесь, шифоньер вот здесь стоял, да, вот отсюда мы проходили. И мне пришлось забуриться в шкаф, а там нафталин, всего там пахнет, там, ну, много всего старого там. Потому что, ну, тетя Женя, она же в возрасте. И папа сел напротив меня. Иринка не знает, что делать, но она сидит, болтает, мне же надо. А папа не знает, что Ирина со мной встречается, короче. Наверное, минут 40 я здесь просидел, кое-как, чуть не выдохся, и, короче, кое-как мы папу проводили. Ири, привет, скажете в камеру? Что-нибудь скажете Ирине? Ей сколько? Ей 46 будет. С днем рождения поздравляю. Самое главное, не болей, будь счастливой, расти внуков и правнуков. Ну, дело было перед свадьбой. Как всегда, у студента никогда денег нету. Я сижу на остановке торгового центра Башкирии. В кармане ни гроша вообще нету, вообще ни копейки. Я не знаю, как это было, это перед свадьбой же. И в итоге я такой сижу и говорю: Аллакаим Худаим, біраз жерден генә бір әз булса да юлга итәрлек акча бир әле дип. Менә сез ышанмассыз да бит, вот ничек әйтим икән. Торговый центр остановканың магазин аръягына 2 егет йөгереп чыкты юлны. Онда таксилар тора, и буларның җилле көн кесәләреннән акча коела. С кармана вываливаются деньги, там 2 купюры. Я такой, нифига себе, думаю, подбежал за деньгами, а деньги подкатились под машину, там таксист стоял. Я нагибаюсь, поднимаю, там 200. Таксист такой: давай делиться. Я говорю: нифига, я говорю, я же нашел. И, короче, мне Аллах бізге берді шында акча, 2 тәңке акча, мен шуларга куандым, и шулай кайтып киттек. Ирина кырына килдим мен анда. Ирина мында шунда как раз Зоргеда, без әле Зоргеда отырабыз. Вот, Зорге дегеннән менә беренче мәртәбә Иринага мен килдем монда, зур чәчкә күтәреп, роза күтәреп, менә шу трамвайда. Соңгыраз бүген әле трамвай тирәсендә отырабыз. Соңгыраз җимешем, менә бу безнең яшьлек юллары. Шу урамнарда без синең белән бик күп йөрергә туры килде, җыяу җитәкләшеп. Барысы да булды. Менә шу тәрәзәләргә карап йөрдем синең белән күпме. Кешеләрнең кухняларына, бездә дә шундый булсын дип. Менә күпмедер еллар үткәч, 26 даже иртәрәк тә булды, Аллаһ Тәгалә безгә барсын да бирде. Соңгыраз сиңа зур рәхмәт. Минем белән булганың өчен, кайгы шатлыкларыңны минем белән бүлешкән өчен. Мин сине яратам. Менә инде бу общежитиедә без өйләнешкәннән соң җимешем белән шунда без яшәдек. Монда безнең 13 квадраты бүлмә иде. Шунда без өчәү яшәдек, анда безнең Рафаэль бар, монда әбиләр дә булмады, шәбиләр дә булмады, үзебезнең полноценный безнең бүлмәбез булды. Шунда барсыда тырыштык. Мин нәрсә әйтәсем килә, җимешем, менә нинди көнгә без синең белән килеп җиттек. Ул барсыда синең аркада, мин сиңа чиксез рәхмәтлемен. Шу общежитиелардан бүгенге көнне менә мин нинди бармын, бу барсыда синең рәхмәтең, синең булышуың миңа. Рәхмәт синең мине аңлаганың өчен һәр вакытта да янымда, мине һәр вакытта да син булышып тордың. Минем күңелем сынган вакытта да син миңа гөлкеш биреп тордың. Әле дә шулай, мин булмый дисәм, син һәр вакытта була дип тордың. Сиңа чиксез рәхмәт. Мин сине чынлап та бик яратам. Хөрмәтем чиксез, мәхәббәтем чиксез. Исән-сау шулай озын еллар бергә яшәргә насыйп булсын. Күңелләр тула барсында сөйләп бетеп булмый. Калганын Алла бирсә гомеребез буена сиңа матур сүзләрне, җылы сүзләрне әйтермен. Рәхмәт сиңа. Барысы өчен, балаларым өчен, үзем өчен, мен тормышым өчен.